Привет, телезрители! Вы находитесь на втором этапе военно-патриотической игры «Атуйнатеп». 16 команд, 80 участников, 5 площадок. И все для того, чтобы узнать, кто из них патриот с большой буквы. Такой большой, как этот памятник. «Атуйнатеп» – это проект, разработанный детско-юношеским телеканалом «Тамыр», автономной некоммерческой организацией «Бишек» и созданный при поддержке фонда грантов главы Республики Башкортостан. Игра проходит в 3 этапа. На первом этапе «Заявляемся» участники прошли отбор по видеороликам. Мы – шеймуратовцы, авторы лучших работ, 16 команд, прошли во второй этап военно-патриотической игры. А вот, собственно, и он – «Собираемся». Здесь классы проходят очные испытания, которые включают в себя задания на смекалку, эрудицию и сплоченность команды. Добро пожаловать на второй этап военно-патриотической игры «Атуйнатеп. Собираемся». Многие из вас уже знакомы, ведь ваши командиры принимали участие еще и в телеигре «Атуйнатеп. Битва командиров». Да-да, на протяжении 3 месяцев вся республика с замиранием сердца следила за вашей игрой. Я знаю, у вас в школе есть музей. Расскажи поподробнее про него. Это не совсем музей, это штаб-квартира имени генерала Мингали Мингазовича Шеймуратова. Оскар, а вот у вас дружный класс? У нас самый дружный класс, по моему мнению. Масть лошадей. Да. Мой конь будет сам Г. Почему ты так решил? Не знаю. Интуиция. Да. Мы снимали свой ролик по самому запоминающемуся событию. Это посвящение шеймуратовцам. Выбираю убрать один лишний вариант ответа. Быстро 50/50. По мне слово «недоуздок» означает «неопытный наездника». Во время производства настольной игры «Атуйнатеп. Битва командиров» мы поняли, что мы имеем дело с серьезными ребятами, потому что ваши командиры действительно выложились на все 100, и у нас получился даже не запланированный такой проект, настольная игра «Атуйнатеп», который понравился всем зрителям БСТ, всем зрителям телеканала «Тамыр». И мы думаем, что на следующий год мы тоже продолжим эту игру. Я понимаю, что сегодня в зале собрались настоящие патриоты. Патриотизм, он просто так не появляется, не рождается. И это действительно слово, которое начинается с семьи, с любви к семье, с любви к своей малой родине, к своей улице, поселку, деревне, городу, к своей республике и, конечно же, к своей большой стране. Поэтому, ребята, я точно знаю, что все те знания, которые вы получаете в школе, все те знания, которые и умения, которые вы получаете в рамках подобных интересных проектов и игр, они вам будут помогать и в будущем. Спасибо всем, удачи! Патриот – это человек, который любит свою семью, который любит свою родину и ни при каких обстоятельствах не покинет ее, будет ее защищать. Патриот – это человек, который никогда не пройдет мимо чужой проблемы. У капитанов весьма ответственная миссия. Именно они решают, каким порядковым номером стартует их команда. Тут стоит рассчитывать лишь на везение и волю случая. Итак, жребий выпал следующим образом. Первыми бегут кармскалинцы, вторые – шеймуратовцы из Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1 Уфа, третьи – ученики села Шамонина, четвертые – из села Оскарова Абзелиловского района, пятыми бегут ребята из второй школы города Межгорья. Им наступают на пятки туймазинцы. Далее бегут школьники из Демы, восьмые – гимназисты из Бураева.
Им дышат в затылок шеймуратовцы из села Тюменяк. 10-ми идут патриоты из первой школы Межгорья. Не отстают школьники гимназии номер 3 города Стерлитамак. 12-е в нашем списке уфимцы из 140-й гимназии. Далее следуют сибайцы. За ними представители Дуванского района. Чуть позже стартуют ребята из Давлеканова. И завершают квест школьники из села Мраково. Наргиза, вы стартовали под номером 1. Расскажи, каково это? Стартовать под номером 1, конечно, сложно, но все-таки вы справляетесь со всеми заданиями, вы идете самые первые, и все идет легко. Другие команды вам никак не мешают прохождение заданий. Мы очень рады, что мы выступаем 9-е, потому что цифра 9 ассоциируется с 9 мая, а 9 мая – это День Победы. Я надеюсь, что во втором этапе мы выиграем и пройдем следующий этап, чтобы занять первое место. Каждая команда получает вот такой маршрутный лист и отправляется выполнять задания. Первая точка – памятник Шеймуратову. Здесь ребятам предстоит сосчитать всех лошадей. А если присмотреться, их тут целая кавалерия. Мифтахиддин Акмулла вместе с учениками прокачает поэтические таланты шеймуратовцев. В Национальной библиотеке имени Ахмед Закиева Лиди пригодятся математические знания и смекалка. В этой внушительной картотеке спрятан тест, но узнать номер ячейки можно лишь решив пример со множеством действий. А где тест? Финальная точка – Национальный музей Республики Башкортостан. Тут нужно досконально изучить все экспонаты, чтобы ответить на самые каверзные вопросы квеста. Но нашим участникам все по плечу, ведь потомки Салавата отступать не умеют. Я рада приветствовать участников военно-патриотической игры «Айнаты» от имени Фонда грантов главы Республики Башкортостан. Потрясающе, что патриотизм сейчас – это не просто слова, а добрые дела. Это конкретная помощь, конкретное участие. И отрадно, что вы стремитесь изучать историю своего Отечества, своей малой Родины. Я желаю всем участникам сегодня получить заряд оптимизма, бодрости. Да, бодрость ребятам не помешает, ведь некоторые участники приехали из самых дальних районов нашей республики. Вот, например, ученикам Башкирского лицея имени Рамазана Умидбаева пришлось преодолеть путь более 400 километров. Они приехали из города Сибай. Также немало времени в дороге провели шеймуратовцы из Республиканского лицея интерната имени Тимира Юсупова, ученики гимназии Тагира Кусимова и семиклассники из Башкирской гимназии имени первого президента Муртазы Рахимова тоже приехали издалека. Команда уже на старте. Это самый ответственный момент. Кажется, еще немного, и воздух начнет искриться. Вы за кого болеете? Старт команд проходит на Советской площади у подножья памятника генералу Минигали Шеймуратову. Задания выполняются на время. Один из критериев оценок – это насколько ребята работают быстро и слаженно. А теперь я приглашаю первую команду на старт. Ты будешь у нас оператором. Привет! Расскажи, как ощущения, какое настроение у тебя? Здравствуйте, у меня все хорошо. У меня настроение позитивное, боевое. Хочется выиграть. Тебе страшно? Немножко волнительно. Я очень волнуюсь со своей командой, ведь это у нас впервые. Мы много участвовали на гонке героев, это шеймуратские игры специальные. И нельзя чего-то ожидать точного. Очень страшно, очень волнительно. Ну и сложно, я считаю, очень должно быть. Читали? Да. Поехали? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Первое задание – детализируй.
При ближайшем рассмотрении памятник Минингали Шаймуратову совсем непрост. В камне изображен не только генерал и его верный конь Керчь, но и различные сцены из истории Башкортостана. Ребятам нужно сосчитать количество коней на памятнике, а полученную цифру использовать, чтобы найти фамилию героя. Это будет паролем к следующему испытанию. Точно все? 31. Это теперь похоже. 31. Теперь надо посмотреть на это. Поехали. Так считайте лошадей. Вы с этой стороны считайте. Малика, пошли в ту сторону считать. Да, вот с этим вместе 29 получилось. Вон, смотрите, вон 3 еще. 3. Вон. По 3 их там, да? Да. 3 на 3, 9 плюс 28. Будет 9 плюс 28. Сколько? 9 плюс 20. 37. 9. Потому что 37. Думаю, что не знаю. А какое имя надо найти? Вот 42-е имя надо найти. Скажите, 42-е. Кирилл, расскажи, как вы готовились ко второму этапу? Во-первых, всей команды мы еще до Шаймуратского вот это вот Айтунета мы, в принципе, знаем историю Шаймуратова, знаем историю дивизии. И, собственно, готовиться можно было и не готовиться, я считаю, потому что шаймуратовцы и так очень много знают про Шаймуратова, намного больше, чем обычный класс. Она наверное. Коней 25 Константин Данилович. Мин халкымдың сәскә күңеленнән, бал кортындай ынье еямын. Еямындай ямле ыньелардан, хуш исле бер кәрәс куямын. Все знают эти строчки. Конечно, это стихотворение Рами Гарипова «Родной язык». Но знакомы ли вы с творчеством этого мудреца в Елян? Это Мифтахиддин Акмулла, и вместе с ним шаймуратовцы осваивают поэзию. Неожиданно, правда? Возле памятника Мифтахиддину Акмулле ребят ждет непростое задание. Им на выбор даются 3 фрагмента стихотворения на башкирском языке. Им нужно определить, какой из них принадлежит Акмулле. После нужно перевести его на русский язык, а потом самим стать немного поэтами и придумать небольшое четверостишье из представленных слов. Непросто, но ведь шаймуратовцы работают командой. И какие у них отличные стихи получаются! Все, да? Давайте прочитать. Это страна-герой, не сдавайся, вперед к победе, наш народ. Россия страна-герой? Нет, победа за... Россия страна-герой, победа за спиной, не сдавайся, иди вперед. Наша страна не сдается. Победа будет за нами. Наша страна не сдается. Герои идут вперед. Их память будет вечна. Расскажи про задание. Задание было очень интересное. Там нам дали на башкирском тексте, мы должны его были перевести, и нужно было уловить суть. Это делали несколько человек. А другая команда, она придумывала четверостишье из данных им слов. Прочитайте. Нужно выбрать одно стихотворение, которое написал Акмулла. Все, начинаем секундомер, включаем. Вперед, герой, не сдавайся. Ради страны герои сражались. Ради победы они не сдавались. Вперед они шли, несмотря ни на что. Пока одни команды участвуют в квесте, другие команды участвуют в конкурсе патриотической песни. Сегодня мы нарушаем все правила. В музее на полную работают колонки, а шаймуратовцы не маршируют, а поют.
команды выбрали песню от героев былых времен из кинофильма «Офицеры». Эта песня вспоминает те времена, которые были трудные в прошлом, и нас учит этому. Мы пели песню «Башкортостан, Туган Ерем». Это песня на башкирском языке. Мы выбрали ее, потому что она о нашей родине. Ведь мы очень гордимся нашей родиной и стараемся ее прославить как можно больше. Готовились мы тщательно, упорно, трудились всем коллективом. Мы в главной библиотеке Республики Башкортостан. Порой, чтобы получить отсюда редкую книгу, необходимо ждать несколько недель. Очередь из желающих. Участникам второго этапа Атуйнатып, наоборот, нужно действовать максимально быстро. Решить пример и бегом к картотеке. Там спрятано следующее задание. В точке «Разберись в картотеке» ребята на время и без калькулятора решают пример на порядок действий. Смотрите, какие страшные цифры! На это у них уйдет немало времени и нервов. Здесь нужно включить стратегию и решить задание всей командой. Ответ – это номер ячейки с тестом. Здесь нужно напрячь всю свою память и применить знания, полученные на уроках истории. Все, стоп. Мы очень показали себя дружными, очень сильно сплочились и копались в картотеке и решали пример. Подожди, а ты это нужно? Да, 90. Тут 90, да? Это теперь вот 17 плюс 90, 90. Ой, как тяжело. Подожди, 200. Вот, 200 вот. Стой. Открывать, да? Вот это надо вот сначала отнять, а потом уже складывать. У меня была очень дружная, хорошая команда, поэтому сложностей не было, и мы справились со всеми заданиями. Это что значит? Б, Д? Он не 15 метров. Давайте сначала это соберем. Называется план вторжения Германии в СССР. Барбаросса. Кто взял ручку? За ручку. За ручку. Быстро. Задание точки «Сделай селфи» звучит так. Найдите зал, посвященный Герою России, и сфотографируйтесь с работой скульптора Владимира Александровича Дворника. А вы догадались, о ком идет речь? А что искать? А может, в другом зале? Вот это китайский паспорт. Ну вот. У нас и голова. В точке «Знай свою историю» мы, конечно, заморочились с заданием. Разглядели все экспонаты чуть ли не под микроскопом и придумали такие вопросы, ответить на которые можно только если внимательно изучить все стенды. Ну как тут ответишь на вопрос? Какая фамилия бригадира, который получил отрез шелкового полотна за активную работу на государственном заводе номер 680, например? Но ребята молодцы, они справились. Стихановцы.
Нет, подожди, это не то. Вот это. Вот, это Фатыхова. Фатыхова. Здесь ребятам предстоит ответить на 5 вопросов по истории. Да, вопросы непростые, но зато повсюду расставлены шпаргалки, и ими можно пользоваться. Небывалая удача! Первое задание какое? Назовите стенд с информацией об Уфимке. Что, подожди? Назовите стенд. Найдите стенд с информацией об Уфимке. Я знаю, где снайпера. У снайпера же должны быть авто. Вопрос прочитай заново. Как фамилия бригадира, который получил отряд шелкового полотна за активную работу на государственном заводе номер 608 по приказу номер 4 от 2 января 1943 года? Где это? Покажи. Вот. Бригадир. Фронтовой. Ну вот это и... Тихо. Да как там, непонятно. А мне понравилась точка номер 5. Нам дали карточку с вопросами, и мы должны были искать их в этом зале. Там были всякие очень интересные факты. Например, я нашла талон Ленинград на хлеб. Мы искали ответы, фамилии людей и как раз искали названия газет. Расскажи про задание в этом зале. В этом зале было очень сложное задание. С командой мы бегали не очень долго, но смогли решить. Я посчитал. 33. У меня тоже. На 30 получилось. 33. Нет, 23. Ты чё, 33 там? Предлагаю перед финалом посмотреть, какой путь прошли ребята. Средний возьмем 45. Давайте. Ключевая фигура памятника – это, конечно, генерал Миннегали Шаймуратов и его верный напарник конь Керчь. Но, если честно, тут столько всевозможных деталей, что мы сами еле-еле сосчитали всех лошадей. Долго спорили, много раз сбивались. Главное не торопиться и несколько раз все перепроверять. Там было очень много лошадей, и мы могли не досчитать какую-либо лошадь, возможно. А сколько у вас получилось? 32 лошади. Всего получилось 45, но некоторые из нас спорили, у кого-то получались меньшие цифры, у кого-то большие. У вас в команде были споры? Нет, наша команда достаточно дружная, мы все вместе считали, пересчитывали. Дружная команда у нас. Мы еще ни разу не ссорились, надеюсь, ссориться сегодня не будем. Это была командная работа. Мы веселились, считали и очень много размышляли. Но это уникальный памятник, мне кажется, потому что мы же видим конная статуя, но на постаменте практически вся военная история нашей республики. С одной стороны, мы видим там историю легендарной кавдивизии 17, а с другой стороны, тоже такой период нашей истории, это связано с войной 1812 года. Мы видим, что северные Амуры входят через такие ворота в Париж. Это тоже такая история. И сзади постамента там тоже уникальные такие моменты организованы. Там родовые птицы башкирских родов, кланов. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Я еще с той стороны не посчитал. 45 у меня получилось. 45. 45. 45-44 у тебя? 45. У меня 45. Сколько? Сколько у вас? Самую главную лошадь посчитал вот эту? Да. 45. У меня 45. 45. Пиши 45.
А вы уверены, что это стихотворение? Да. Все, прочитайте громко. Иди вперед, герой, страна идет за тобой. Не сдавайся, мой друг, с победой вернешься домой. Дарина, расскажи, как ты придумывала стихотворение? Я придумала со своими друзьями в команде. Мы пытались что-то выдумать, старались, и у нас получилось. Я отвечала за башкирский язык. В одной точке мы переводили, во второй мы сочиняли четверостишее стихотворение, а в другой мы тоже переводили. Нет, Да, страна, всё, надо страной можно. Идем вперед, победа ждет. Идем вперед. Идем вперед, победа. Идем вперед за страну. Идем вперед, победа Идем вперед за страну. Идем вперед, победа ждет. Можно изменять слова, да? Можно. Идем вперед за страну. Идем вперед, победа ждет. А страна что? Герой не... Эй, зачем сказал? Герой не... Легко ли вы справились с заданием про поэзию? Ведь у шеймуратовцев нет дополнительной литературы. Мы быстро прочитали стих и быстро определили автора, легко перевели и составили очень хорошее стихотворение. Сегодня наша победа. Победила наша страна. В нашей стране герои победили злого врага, не сдаваясь, идите вперед, говоря. Молодцы. Ребята, расскажите про ваши успехи. Мы только что прошли 2 испытания и уже идем на 3-е испытание в библиотеке. Нам уже поставили вот такие время. Первое время 3:56, а второе время 4:18. Это время в конце будут считать и выставлять нам баллы. Янгузель, расскажи про конкурс патриотической песни. Ну, сначала мы выбрали песню «Учил Суворов», но потом решили поменять песню на песню Батыров. Песня это о войне, о кровавом сражении, как в строчках говорится. А какое сейчас у вас будет задание? Сейчас мы с командой будем играть, петь песню, но у нас немножечко по-другому. Мы будем играть на ложках. Это такой инструмент, в котором нужно стучать под ритм. Очень прикольное звучание. Мы очень сильно отличаемся от многих команд, потому что обычно команды поют под песен, под фонограмму, а мы будем выступать на ложках. Мы очень волновались перед выступлением, потому что за это дают баллы. Мы хотели выступить хорошо и из-за этого постарались. Мы выбрали песню «Служить России», потому что эта песня до сих пор актуальна и поднимает патриотический дух. Также мы с этой песней выигрывали в районном конкурсе и заняли 2-е место. Какое задание тебе запомнилось больше всего? Мне запомнилось больше всего задание 3-е. Оно проходило в библиотеке. Мы разделились по командам, по группам и решали математические задания на смекалку, на историю. И мы совсем справились. Мне очень понравилось. Какая высота у памятника Шеймуратова? Подождите. Он очень большой, 20 метров, мне кажется. Или 10,5, или 15. 12. Подожди. Я понял. В смысле? Мы вот тут делим. 1 получается. И 0 мы пишем. Все, мы 0. 173. Мы 0 пишем. 173. 106 плюс 67. Подожди, объясни. Смотри. Вот, 73. Азат Шакирьянович, как вам идея этого проекта? Вообще прекрасный проект, потому что я как историк, мне интересно, потому что мы пишем истории, научные труды, а тут получается наша история, наша славная история
история воинской славы, история шаймуратовцев подается как в виде игры, поэтому, мне кажется, это такой выигрышный вариант для детей и вообще подача истории вот, интересная. Вот. Встаньте, я вас на камеру Встаньте быстрее, вас на камеру сниму. Сейчас зарядка кончится. Вот. Герой Российской Федерации Шаймуратов Минигали Мингазович. Смайл фейс. Вот так. Давай быстрее. Быстрее, Русиш. Вот так сделай. А вот и желанный финиш. Осталось сдать маршрутный лист и дождаться подведения итогов. Еще немного, и мы узнаем, какие 5 школ нашей республики будут особенно гордиться своими шаймуратовцами. Совсем скоро мы узнаем, кто победил в этом этапе. Всего 5 команд пройдут финал и встретятся в военно-патриотическом парке Республики Башкортостан «Патриот» имени Героя Российской Федерации Серафимова Максима Владимировича. И там мы выясним, кто же будет носить гордое звание победитель проекта «Атуйнатып». Вот он, долгожданный момент. Наше строгое, но справедливое жюри подсчитало все баллы, прибавили все бонусы, полученные ранее командирами в телеигре, и вот сейчас мы услышим 5 команд, которые пройдут финал и отправятся в следующий этап Атуйнатып, чтобы определить самый лучший шаймуратовский класс в Республике Башкортостан. Пока ребята в ожидании результатов, предлагаю послушать песню «Атайсал» в исполнении вокальной студии телеканала «Тамыр». Нам, конечно, было очень и очень сложно выбрать 5 команд, которые продолжат состязание в парке «Патриот», но условия игры таковы. Мы сейчас вас назовем. Итак, с диплом победителя второго этапа собираемся. Военно-патриотические игры «Атуйнатып» вручается 7-му Б-классу гимназии номер 3 имени Джалиля Киекбаева, города Стерлитамак. Диплом победителя второго этапа военно-патриотической игры «Атуйнатып» получает 7-й Б-класс гимназии номер 3 имени Джалиля Киекбаева, города Стерлитамак. Алсу, поздравляю вас с победой. Расскажи, какие ощущения? Я очень рада, что мы победили. Мы к Атуйнатып готовились долгое время и очень рады. Было классное ощущение, непередаваемые эмоции. Очень все понравилось. Было сложно. Мы в примерах, все читали по-разному. Мы, ругали друг друга, было тяжело, но мы все равно рады, что мы выиграли. Победителями второго этапа военно-патриотической игры «Атуйнатып» становится 7-й Ш-класс Башкирской гимназии имени Муртазы Рахимова, села Мраково, Кугарчинского района. Я считаю, что мы справились со всеми заданиями, потому что мы сейчас тут стоим как победители. Нам очень понравилось. Больше всего нам понравилось петь песню, потому что мы готовили ее все вместе. Конечно же, мы хотели победить, и мы ими стали. Пение и в библиотеке мне больше всего понравилось. Вот эти вот квесты. Мы всей командой очень рады, что мы смогли пройти на 3-й этап. Мы будем
еще сильнее стараться. И, надеюсь, мы сможем стать победителями данного проекта. Также в третий этап военно-патриотической игры «Атуйнатеп» проходит 6 Б-класс гимназии номер 1 города Туймазы. Мы прошли первый этап, приехали на второй этап, показали отличные результаты, получили много эмоций, и мы все очень счастливы стоять здесь в качестве победителей второго этапа. Этот проект научил нас командной работе, он был очень интересным и веселым, нам всем очень сильно понравилось тут, получили хороший опыт. У нас боевой настрой перед следующим этапом, мы планируем готовиться, чтобы приехать и снова победить. Диплом победителя второго этапа военно-патриотической игры «Атуйнатеп» награждается 8 В-класс лицея-интерната города Давлеканово. Какие ощущения от победы? Я счастлив, я рад, я хочу поехать в «Патриот» на третий этап. Мы все задания выполняли дружно и никогда не ругались. Мне очень понравилось задание, где мы были у памятника и искали лошадей, потому что их было очень много, и это была проверка на внимательность. Мы приехали из города Давлеканово, ехали где-то 2 часа. Мне очень понравилась эта игра, было увлекательно. А еще поздравляем с победой 7 Ш-класс Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 2 «Смарт» Уфа. Расскажите, каково ощущение победы? Это очень волнительно, очень неожиданно. Мы даже подумать не могли, что мы выиграем. То есть то, что мы пройдем в третий этап, это очень огромный опыт для нас, я считаю. Мне очень понравился этот конкурс тем, что он очень разнообразный, и задания были очень разными. Например, они сводились к обычной истории дивизии. Были задания как и на логику, на скорость, просто на сдружность команды. Мне очень понравилось. Поздравляем, ребят! На этом этапе им пришлось подключить дедуктические навыки, поэтический талант, математические знания, умение договариваться, действовать слаженно и работать в команде. Участники проекта «Атуйнатеп» смогли проявить себя с самых разных сторон и в финале виртуозно исполнили песню, которую знает каждый шеймуратовец. Вот такой он громкий, масштабный, увлекательный второй этап нашей военно-патриотической игры «Атуйнатеп» под кодовым названием «Собираемся». Да, быть шеймуратовцем круто, но мы не прощаемся. Совсем скоро увидимся с 5 командами победителей для того, чтобы выяснить, кто же из них самый настоящий потомок Салавата Юлаева. Дальше интереснее. До скорой встречи, друзья!